Наш первый спикер. По специализации он является Senior Software Engineer и, конечно же, воркает в Virtuoso Cloud UK. Пожалуйста, поприветствуйте Парвиз Розиков. Парвиз, передаю слово вам. Спасибо большое. Раз, меня слышно. Приветствую всех. Рад всех вас видеть. Очень рад, что у нас проводятся такие ивенты. Прям, как вот предыдущий оратор сказал, очень много возможностей, много специалистов, от кого можно принять опыт, да, и как-то его имплементировать. Сегодня же мы будем обсуждать про hard skills. Еще пару слов обо мне. В разработке с 2014 года. В данный момент работаю в компании Virtuoso, Application Platform и DevOps Server. В основном это всякая автоматизация DevOps работы и работы над серверами, администрированием. А также удалось поучаствовать в больших проектах, как Сбер Platform V, когда работал в Сбертехе, и над криптостартапом Crypterium. И также начнем. А что такое skills в общем? Это наука, да? Совокупность навыков или знаний, или компетенций, которые нам нужны для решения каких-то задач. В IT в основном все делят на soft и hard skill. Еще также есть бизнес-скилл, но он больше относится к менеджменту. Так как цель доклада у нас студенты, начинающие разработчики, в основном будем обсуждать soft skill и hard skill. Доклад в основном про hard skill, но займу пару минут, чтобы все-таки немного рассказать про soft skill. Hard skill как-то переводится одной фразой технические навыки, но вот soft skill довольно сложно перевести на русский язык, но можно описать. Что такое soft skill? Это у нас командная работа, адаптивность, коммуникация, проблем-солвинг, тайм-менеджмент. И заметьте, что это довольно важный аспект не только для разработчиков и для всех сотрудников IT, да? Потому что ты можешь быть супер хороший специалист, супер хороший разработчик, который все знает, все умеет, но без софт-скилла, то есть умения общаться с коллегами, работать в команде, уметь объяснять, да, как, почему, из-за чего ты так решаешь свою задачу, возможно, у тебя будут проблемы для твоего роста. И поэтому, когда мы открываем, ищем работу, там везде есть слово тайм-менеджмент, коммуникация, адаптация, быстрое обучение и все такое. Поэтому довольно важно соблюдать все-таки и soft, и hard, да, чтобы быть успешным специалистом. Также начнем про hard. Это все-таки цель нашего доклада. Что такое hard skill? Для инженера, в общем, любого IT-специалиста, hard skill – это скоп навыков. Да? Для разработчика это языки программирования, алгоритмы и структура данных. Для системного администратора это знание систем виртуализации, систем серверов и всякие технические работы, да. И, в общем, можно обобщить, что всем надо знать. В основном тут будет про разработчиков больше, да. Язык, алгоритмы, система контроля версий, библиотеки, базы данных, DevOps. Обсудим более подробно. Начнем с языка программирования. К большому сожалению, у нас сильно отстают университеты. То есть то, что вам преподают, возможно, оно уже устарело к моменту вашего окончания университета. Поэтому важно быть всегда в тенденции. Чтобы знать, какой язык самый популярный, что используется в данный момент, у нас есть универсальный индекс, называется TOB индекс. Он каждый год обновляется. И там можно посмотреть, надеюсь, всем видно, что топ у нас это Python, C++, Java, C, C# и другие, там, JavaScript, которые для фронта и для бэкэнда сейчас активно используются. В общем, что могу сказать, что топ особо не менялся, наверное, в течение 10 лет.
за исключением Python. Python в последние 5 лет, наверное, когда вот у нас, как вы сказали, сейчас бум ИИ, AI, всяких машинных обучений, вот он прям растет и растет. Он занимает все больше и больше рынка. И поэтому, когда вы начинающий специалист, вот как и сказали ранее, да, кто использует Java, кто-то Go, кто-то PHP, самое важное для начинающего специалиста или студента, когда вы только-только находите свою работу или там в процессе изучения нового языка, самое главное для нас – это цель. Найти нашу цель. Для чего нам нужен язык? Что мы будем решать? То есть у нас будет веб-разработка, это у нас будет разработка игр, это у нас будет разработка applications под iOS, Android, или же это будет что-то связано с ИИ. Поэтому самое главное определиться цель. Что за цель? Кем вы себя видите? Даже веб-разработка. В данный момент она уже такая большая, что у нас есть фронт и бэк. С фронтом более-менее все, наверное, легко. Там один язык, монополист JavaScript, а вот с бэкэндом там очень много языков, очень много способов, библиотек и фреймворков. Второй важный момент, я бы порекомендовал в данный момент смотреть на простоту языка, чтобы вы могли, не знаю, там, в течение месяца-двух хотя бы изучить основной синтаксис. Я не говорю про в общем язык, а самое главное, чтобы можно было быстро изучить основной синтаксис. Третье, немаловажное, рынок. Всегда надо изучать рынок. Вот, вы выбрали язык, не знаю, Fortran, например, вот, экзотичный язык, но на вашем локальном рынке нету работы под этот язык. Поэтому желательно смотреть на школы, онлайн-школы, онлайн-IT-школы или офлайн, какие курсы там преподают, потому что онлайн-школы обычно анализируют рынок перед тем, как запускать какой-то курс, то есть у них есть актуальная информация. Какой язык в данный момент у нас используется. Как я знаю, в данный момент активно используется язык Go. И имеется в виду именно рынок Dushanbe и C-Sharp. Остальные языки Java, PHP, и PHP еще, можно сказать, активно используются, потому что все сайты на нем. Java и другие языки, они довольно редко у нас встречаются в Dushanbe. Поэтому важно, когда вы изучаете какой-то язык, важно знать, что сможете ли вы найти работу завтра с этим языком, ну, чтобы не тратить просто так время. И рост. При выборе языка важно учесть, что язык будет живой через 5 лет. Вот, например, тут можно посмотреть, видно, не видно, на 11 месте есть Delphi Object Pascal. Вот это как раз, что у нас обучали в университете 10 лет назад, 10-12 лет назад. В списке, да, он в индексе есть, он живой, он используется, но будет ли он через 10 лет, я сильно сомневаюсь, потому что его в данный момент редко когда используют в разработке нового софта. В основном это maintenance уже реализованных программ, которые когда-то был реализован. И поэтому смотрим вот как раз на цель, рынок, простоту и рост языка. Дальше мы выбрали язык. У нас есть знание синтаксиса. Мы знаем, например, мы выбрали Go или JavaScript. У нас есть знание синтаксиса. Мы нашли свой рынок. Мы знаем, что мы будем фронтендами или бэкэндами. Знаем, что большие компании у нас в Dushanbe или, я не знаю, в Хужанде используют эти языки активно, и у нас есть шанс найти работу. Что дальше от нас ждут? Это знание каких-то заготовок. То есть, что имеется в виду под заготовками? Это про первый пункт, фреймворки, библиотеки. От нас ожидают, что мы знаем какие-то популярные библиотеки и фреймворки под наш язык. Вкратце скажу разницу между библиотекой и фреймворком. Библиотека – это набор готовых реализованных функций, алгоритмов, структура данных. То есть самое банальное, да, которое пример парсинг JSON, парсинг XML. Он давно уже реализован, очень давно реализован, адаптирован, перформанс, все уже решили. Решать ту же самую задачу нам не особо и надо, но можем в рамках обучения, как для себя, реализовать свой вариант, потом посмотреть, что есть уже в профсообществе. Фреймворк. Фреймворк – это готовый каркас уже
реализованных наработок в течение 10-20 лет. Если мы смотрим веб-фреймворк, то там уже реализована вся обвязка по запросам, авторизациям, логированиям. То есть всегда важно знать, что уже, то есть мы окончили универ, и у нас нет информации, но мы должны понимать, что в мире много инженеров, и уже почти все задачи решены. Ничего с нуля реализовывать не надо. Если мы выбрали Go, у него есть свой встроенный библиотеки, фреймворк. Если мы выбрали Java, у Java самый популярный Spring. У фронта есть два варианта: Angular, React, ну и другие. То есть самое главное — это понимать, после выбора языка надо уже выбрать фреймворк и набор готовых библиотек, потому что по-любому вас будут спрашивать при найме. Вот, вы выбрали язык, а что вы используете, какой фреймворк, какой набор библиотек. Второе, немаловажное, редактор кода. Почему он относится к техническим навыкам? Потому что как разработчик, или там технический специалист любой, да, в IT, вы, наверное, 8 часов своего дня будете сидеть и работать в редакторе кода. И чем быстрее вы поймете, что есть очень много готовых, реализованных редакторов кода, и писать код в блокноте, как вас учили в университете, это уже как бы не особо хорошо, тем быстрее вы сможете улучшить свои навыки, потому что вот всякие новые редакторы кода, они очень сильно могут вам упростить вашу работу и увеличить ваш перформанс, потому что он может вам подсказать, что есть готовая библиотека, вы можете его использовать. Есть такие платные, есть такие бесплатные. К платным у нас монополист компания JetBrains, очень хорошая компания, но если вам надо бесплатно, есть Visual Studio Code, отличный инструмент от Microsoft, где можно под себя настроить любой набор под любой язык. Там есть система плагинов. То есть редактор очень важная часть для разработчика, в общем, IT-специалиста. Чем быстрее вы найдете свой, тем будет лучше дальше для вашего роста. Дальше еще 2 пункта. О них подробно не расскажу. По таймингу не успеем. DevOps и CI/CD — это как вы доставляете свой продукт в прод, то есть как вы доставляете свое решение до клиента. В данный момент очень важная сфера CI/CD, DevOps. Можно даже уйти в сферу DevOps, очень хорошо оплачиваемая сфера, потому что сейчас все работают на time to market. Все хотят, чтобы клиент видел их наработки прям каждую неделю. Раньше как это было? Там раз в квартал был релиз, там все готовили, или там раз в год, раз в полгода. Сейчас все это автоматизировано, и time to market, много инструментов. И важно знать какие-то основные моменты. Система контроля версий. Тут идет речь, что когда вы разрабатываете активно, у вас есть несколько наработок. И важно понимать, что есть готовая система, которая может сохранить вашу историю, ваши важные наработки. Не обязательно там сохранять там имя файла .1, имя файла .2 или там old version, new version и все такое. Есть монополист уже на рынке, Git и его всякие реализации Cloud GitLab и GitHub. Git почти всегда спрашивают тоже у начинающих специалистов и у джун-разработчиков, где есть там пару лет опыта. Дальше. Основную часть я прошел про технические навыки. И немаловажная часть – это навык поиска информации. Потому что, когда вы начнете работу, вы поймете, что знание синтаксиса не дает вам всего. Вы всегда будете использовать Google. Всегда будете искать информацию. Чем вы быстрее сможете найти качественную информацию, тем будет лучше для вас. Есть такой мем, как вот 2 скриншота, я не знаю, видно, не видно, как ищет студент и как ищет сеньор. Первый вариант – запрос на русском, как узнать текущую дату, на языке Java, например. И второе – how to get a date in Java. Единственная разница – это у нас язык. Там русский, тут английский.
поясню, в чем прикол, да, тут. Вся документация у нас в основном на английском, на русском переводят очень медленно, там 3, может и больше, да, типа у нас есть отставание. На таджикском почти что нет информации, к сожалению. Вот, и поэтому, чем вы быстрее поймете, что надо искать на английском, надо искать в определенных ресурсах, тем это будет для вас важным фактором для вашего роста и как вы быстрее сможете решать свои проблемы. Пару примеров, как обычно ищут информацию в Гугле, например. Первый запрос, да, он про C-Sharp и SyncEvite example. То есть нам нужен пример, example с перформансом. Цель запроса — найти пример и объяснить, что async и у Evite какие-то там проблемы есть, нету, или там с производительностью. Дальше, второй пример. Нам надо найти документацию именно на сайте Microsoft по dependency injection. И что мы ищем? Dependency injection. Всегда первая фраза идет главная проблема. Это важно запомнить. Дальше мы указываем in URL. Это синтаксис у Гугла. Можно указать прям узконаправленно, где искать. То есть мы можем сказать, найди нам документацию по такой-то проблеме именно на сайте Microsoft. Это тоже очень важно, потому что если вы не укажете, у вас будет очень много дезинформации, очень много разных блогов, видео на YouTube, где вам надо там посмотреть, почитать много ненужной информации и в конце вернуться обратно к официальной документации Microsoft. Еще один пример. Вы, начинающий разработчик, вам дают какую-то задачу, да, реализовать аутентификацию. Вы можете загуглить уже готовые решения. Например, JWT Authentication GitHub Example. То есть вы ищете на GitHub. GitHub — это один из самых популярных ресурсов с open source. Вы можете найти, кто уже такое реализовал, и там даже есть там stairs, насколько популярно это решение, и кто его одобрил, насколько он развивается. Итак, и к чему я это все? Что важно знать, что искать и где искать. И дальше мы сказали, как искать, а теперь обсудим, где нам надо искать информацию. Обычно как ищут? Идут в Google, вбивают проблему, дальше я о разработчиках. Идет переход в Stack Overflow, это самая большая база вопросов и ответов про IT, администрирование и все остальное. И потом уже, если не нашли информацию, идут в официальную документацию. И я бы порекомендовал, все-таки это приходит, наверное, с опытом, начать все-таки сначала с официальной документации. Если не нашли там какая-то специфика, уже дальше идем в Stack Overflow. Дальше можем пойти в GitHub, посмотреть там, если там что-то готовое. Дальше идут у нас блоги. Они больше для изучения. Например, там Medium, Dev2, Habra.com, который в основном на русском. Там очень много информации. Пишут по релизы библиотек, по релизы фреймворков. То есть можно найти хорошую верифицированную информацию. И самый конец списка — это YouTube, потому что в YouTube очень много бесполезной информации. Там важно понимать, что надо найти хорошего спикера и хороший контент, потому что обычно копируют у кого-то и пытаются это все визуализировать. И вот это все под маской продажи курсов их. Поэтому YouTube я вот разместил на самом конце. Вот. Так. Как и ранее вот наш оратор сказал, сейчас идет тенденция искусственного интеллекта. У меня мало времени, я буду ускоряться. После того, как зарелизили искусственный интеллект, полностью поиск изменился. Полностью изменился способ работы у инженеров. Что случилось? Вот первый искусственный интеллект, AI, да, модель, первая реализация была у GitHub. Называется GitHub Copilot. Так как GitHub был репозиторием для всех open source продуктов, они взяли, просто скормили весь исходный код свой и получили первую вариацию. И вот видим, что в течение полугода количество пользователей росло довольно сильно. А это именно разработчики, потому что Copilot был именно под разработку. Дальше, что случилось? Если мы посмотрим трафик с Stack Overflow,
повторю, что Stack Overflow — это самый популярный сайт для вопросов и ответов. Мы видим, что Copilot стал отнимать трафик у Stack Overflow, где в основном сидели инженеры. Если дальше посмотреть, то тут еще добавляется статистика про ChatGPT. Мы видим, что после его релиза стабильного он сильно ушел вверх. Изначально тоже ChatGPT, много его сэмплов было под разработчиков, и поэтому вот такое сравнение. Да, это Stack Overflow, ChatGPT и GitHub. А что сейчас? Вот я буквально на той неделе скачал отчет из ресурса SimilarWeb. Они анализируют весь интернет и трафик. Мы видим, что за месяц у ChatGPT 3,6 миллиарда активных запросов. Его используют. Трафик у Stack Overflow он сильно отстает. 146. У GitHub, у Copilot 69. Но все-таки Copilot тоже догоняет Stack Overflow. А ChatGPT он вообще ушел вверх, потому что они ушли от узкого направления, теперь они прям все используют, да, ChatGPT. Маркетинг, HR, даже там дома для каких-то рецептов можно. То есть он сильно ушел от всех. И, наверное, правильно будет его сравнивать с Google. Вот в данный момент этот трафик на Google 85 миллиардов, да, и 3,6 у ChatGPT. Я считаю, что это неплохой результат за 3 года. Google уже очень долго на рынке, он монополист, но ChatGPT в данный момент отнимает довольно большой трафик у Google. Так, и что у нас в данный момент? У нас был Google, как мы искали информацию. Там, пример начинающего, пример сеньор-разработчика. Во что это все превратилось? Тут, наверное, скриншот не особо будет виден. Это типичный диалог из ChatGPT. Я говорю, дай мне, как получить дату в языке Java. И он дает мне 5 примеров с кнопкой «Скопировать» главное. Ты можешь просто скопировать готовое решение и вставить со всеми объяснениями. Плюс он дает под разные версии языка, что если у вас такая версия, то такое. Плюс самое главное, наверное, для нашего рынка, он более-менее может понимать русский язык и таджикский язык. То есть можно, ну, на английском все равно будет более качественная информация, но можно и на русском искать. И там будет, ну, процентов на 70 правильная информация, потому что используется одна и та же база данных. Вот. И сейчас, вот, в данный момент, я и мои коллеги на работе активно используем ChatGPT для написания тестов, для написания документации, для правки кода, для анализа логов, для корпоративной, ну, вот, всяких имейлов, да, чтобы немножко подкорректировать более формальный вариант имейл. Вот. И важно понимать, как разработчик, что мы, что мы должны всегда быть, использовать ИИ, использовать всякие новые инструменты и быть всегда, использовать всегда новые инструменты. Так, у меня все. Эта картинка тоже была сгенерирована через ChatGPT. Спасибо большое. Дорогие аудитории, пожалуйста, аплодисменты. Парвиз Розиков. Супер! Можно я начну вопрос с моего вопроса? У вас есть вопрос? Да, это интерактив, маленький интерактив. Картинка сгенерирована в ChatGPT. Кто может сказать, что не так с картинкой? Давайте, девушка, прошу. Там клавиатура не такая, какой мы привыкли видеть. Да, из-за чего? Потому что он не до конца генерирует вот это вот все. Я тоже, когда даю ему какую-то команду создать изображение, оно как бы вот фокус есть. Вы, наверное, там задали как бы question and answer, но в целом вот то, что вокруг этого, все размытое такое. Да, отличный ответ. Вот прям вот все как надо ответили. Это крутой инструмент, ChatGPT, да, он работает, он все делает как надо, но все еще есть проблема. То есть, наверное, у кого-то будет вопрос сейчас, может ли искусственный интеллект заменить разработчика. Как мы видим, пока что он не умеет. Ему надо прям все описывать. А когда вы все описываете, вы можете сами реализовать это все. У меня все. Отлично, благодарю. Аплодисменты.
Итак, начнем сессию интерактивных вопросов. Попрошу сначала представиться, а затем задать свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Некадам Алиев, я учусь в Национальном таджикском университете, первый курс. У меня несколько вопросов. Первый вопрос – это сколько лет понадобится, чтобы стать senior-разработчиком, чтобы дойти до уровня синьора? Спасибо за вопрос, интересный вопрос. Довольно сложно ответить, потому что в разных компаниях свои грейды и свои способы анализа вот этих junior, middle и senior. Если сказать про как-то ментальная и уверенность разработчика, я стал чувствовать себя там сеньор-разработчиком, хотя я до этого еще работал техлидом, прям уверенно сказать, что я сеньор, я где-то начал, когда у меня было 7 лет опыта. Но у нас много, там есть кто там 2 года и 3 года говорят, что они сеньор. Но я бы сказал, больше 5 лет, наверное, оно зависит от все-таки направления. Благодарю за ответ. И наш следующий вопрос. Представьте. Здравствуйте, меня зовут Оля, и хотела бы спрашивать, учусь на менеджмента, и хотела бы спрашивать, важно ли менеджерам развиваться в сфере IT? Еще раз вопрос. Вы учитесь менеджмент в IT или... Нет, просто на менеджмента учусь. И хотела бы узнать, важно ли это развиваться в IT, или можно как-то... Я бы сказал, важно, потому что много вакансий, много работы. И сейчас вот, может, еще коллеги скажут вот об этом более подробно. Довольно сложно найти хорошего проект-менеджера в данный момент. Поэтому у нас развивалось как курсы для разработчиков. И вот недавно стали как-то новые там в школах есть курс project менеджмента для IT. Я считаю, довольно важно и можно найти довольно, можно сказать, в короткие сроки работу. Благодарю за ответ. И следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Шерос. Прежде чем я задам вопрос, я обязан сказать новичкам, что простота языка никогда не означает простоту сопровождения кода, потому что тот же самый Python очень костыльный язык. И когда у вас большая команда или большой проект, то лучше вообще не выбирать Python или что-то там такое. Если у вас JavaScript, то я вам сожалею. Вопрос в том, что можно ли найти нормальную работу, имея хорошие софт-скиллы, но средненькие хард-скиллы? И можно ли нормально работать при таком случае? Спасибо за вопрос. Уточнение. Да, хороший аргумент про язык, но тут более было про новичков. То, что вы говорите, это когда вы начинаете продукт, и у вас есть какая-то цель, да? У вас стартап, у вас есть финансы, вы знаете, сколько проект будет длиться. Если у вас проблема скорости разработки, то вот как раз Python – это идеальный вариант. Не просто так, он сейчас на первом месте и занимает 20%. Вот. Про вопрос. Когда soft skill хороший soft skill и мало tech skill. Есть такие компании, которые делают сильный акцент на soft skill. Вот им важно, чтобы вы были адаптивными, умели там подстраиваться, умели общаться. Они считают, что tech skill всегда можно развивать уже внутри в компании. Вам дадут ментора, и вы будете развиваться. В каких-то компаниях это очень важный вопрос. В каких-то наоборот. Тут сильно зависит, в какую компанию и куда вы хотите идти. Но я бы сказал, да. Но тут есть нюанс. Вот при вашем кейсе очень важно знать английский язык, если вы хотите выходить за рубеж. Отлично, спасибо. Благодарю за ответ. И у нас осталась 1 минута для еще одного вопроса. Прошу. Минуточку. Здравствуйте, Максим меня зовут. Такой вопрос вот из опыта. Какой был самый сложный технологический вызов и как вы с ним справились? Спасибо. Спасибо, хороший вопрос. Самый, наверное, сложный был, когда я работал в Сбертехе, и там был прям очень большой продукт, который назывался Сберплатформа V. И там была идея как раз всю инфраструктуру убрать из бизнеса, то есть разделить компанию на инфраструктурные решения и на бизнес. И там как раз был
судьбоносный момент для меня, чтобы я выбрал для себя, кем я хочу быть дальше. Бизнес-разработчиком или инфраструктурным. Вот для меня это был самый, можно сказать, важный момент, что я выбрал инфраструктуру, и сейчас, да, и вот в данный момент до этого дня дальше работаю в инфраструктурных продуктах. А по сложности это был, наверное, все-таки Сберплатформ V, потому что это объемы клиентов Сбербанка, это один из топовых банков в России, что там очень много клиентов, плюс эту платформу продавали еще в государство, а там надо там регистрацию проходить, всякие верификации. Отлично, благодарю за ответ. И последний вопрос, на этом закрываем сессию. Здравствуйте, меня зовут Усенджон. Я видел, что вы там у себя отметили, что вы работали над криптериумом, да, тоже? Да. Кстати, вот очень горд и очень важно знать, что работать над криптовалютой, вообще над криптовалютой и такими проектами работают очень сильные IT-специалисты. Это большая гордость и честь для нас, что и у нас есть такие разработчики. И у меня такой вопрос к вам. Каковы вообще тенденции и перспективы развития вот этой отрасли в Таджикистане? Вообще нужна ли она для нас, для нашей страны или нет? Или какие есть барьеры, которые нужно устранять? Спасибо большое. Интересный тоже вопрос. Да, проект был довольно сложный и интересный, но для себя я сделал вывод, что я больше не хочу там работать, в этой сфере именно имею в виду, потому что там очень много скама. Всякие мемкоины и так далее, покупают какую-то рекламу, продают воздух. Вот. И я поработал там больше года, наверное, тоже там в инфраструктуре, занимались интеграцией с блокчейнами. То есть надо быть очень осторожным. Это совет для всех, когда там заходим в крипту, особенно нет информации, важно уметь анализировать. Если нет информации, то я бы посоветовал попробовать начать с простых акций. Ну, есть там Facebook, Apple, они там уже там 10 лет. Или как минимум с биткоина, это базовая валюта, с которого все началось. На тему нашей страны мне сложно сказать, потому что у нас вроде бы нет особой активности в этой сфере. То, что я знаю, да. В других странах идет активная активность в развитии. Они пытаются реализовать национальную криптовалюту. Именно тут важно, да, вот есть цифровые деньги, а есть криптовалюта. Тоже ваш баланс в Алифе – это цифровые деньги, там просто номер. Вы там переводите, он уменьшается, увеличивается. А криптовалюта у вас после каждой операции у вас есть идентификатор и хэш-код. То есть каждая, ну то есть не знаю, там каждая валюта там уникальна, как вот наши бумажные деньги Сомоны, там есть идентификатор, идея вот как раз национальных валют, она чтобы вот была там уникальна и уйти там в виртуальную сферу, можно сказать. Спасибо. Отлично, благодарю. Итак, дорогие участники, мы вывели на экран QR-код. Если вы находитесь в поиске работы, можете отсканировать QR-код, заполнить опросник и стать на шаг ближе к работе мечты в сфере IT. Прошу вас. Спасибо большое всем еще раз. Итак, благодарю за ожидание и за заполнение нашего опросника. А сейчас награждение нашим активным участникам. Итак, я попрошу выйти вас, девушка. Да. Дальше я бы хотела попросить девушку, которая задала вопрос, нужно ли менеджменту тоже изучать IT. Идемте. Это будет для вас прекрасная мотивация перейти в нашу сферу, на нашу темную сторону. Итак, отлично. И дальше... И дальше вы. Да. Кстати, игра вы тоже. Идемте. Отлично. Итак, прошу, не стесняйтесь. Угу. Итак, книга называется... можете вот так вот встать, пожалуйста. Итак, книга называется «Платформы и экосистемы». Аплодисменты, благодарю. Следующее. Идемте. Помните? Закончим. Давайте сначала закончим. Окей. Итак, следующее. Дилемма инноватора. Прошу. Потому что знаю, да, уже. Можете вы сами говорить. Да, там была книга «Дилемма инноватора» за то, что уже в курсе знают про ИИ и знают про проблемы.
И последняя книга называется «Не тормози», что был уже переход в IT. Итак, получается, перед вами выступил Парвиз Розиков. Аплодисменты. Благодарю. И фотографию, да?